Добрый вечер. Вы смотрите телеканал «Якутия-24», программу «Якутия в деталях», проект «Мой доктор». И с вами ее ведущий Иван Луцкан. Опухоль и воспаление порой поздно дают о себе знать. Чтобы не дать болезни ходу и вовремя ее пресечь, для начала нужно выявить истоки ее возникновения. Установить точный диагноз нам помогает магнитно-резонансная томография. Этот метод диагностики позволяет с высокой долей точности определить ряд заболеваний практически любого органа. Также одним из помощников в решении многих проблем людей стал рентген. Вот уже почти 130 лет человечество пользуется этим благом. И сегодня у нас в гостях заведующий отделением магнитно-резонансной томографии отдела лучевой диагностики Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины имени Михаила Ефимовича Николаева Дмитрий Дмитриевич Ноев. Доброе утро, Дмитрий Дмитриевич. Добрый вечер. Давайте немного углубимся в историю. До появления аппарата магнитно-резонансной томографии был все-таки рентген, Да. и, как я уже сказал, более 130 лет он уже служит во благо диагностики населения. По специальности вы как раз-таки врач-рентгенолог. Как все-таки медицина шла к внедрению нового современного оборудования, в том числе и в нашей республиканской больнице номер 1? Развитие лучевой диагностики началось с открытия рентгеновских лучей. За рубежом говорят X-лучи. В 1895 году открыл Конрад Рентген. И с этого уже более 100 лет во всем мире широко применяется данный метод диагностики. И в середине 21 века началось развитие высокотехнологичной лучевой диагностики. Это компьютерная томография, которая основана на рентгеновских лучах, магнитно-резонансная томография, которая использует явление магнитного резонанса, ультразвуковая диагностика, которая использует ультразвуковые волны, радионуклидная диагностика, которая использует гамма-излучение. Да? То есть все методы лучевой диагностики, они используют какие-то лучи, да? И в зависимости от этого они имеют свои преимущества при исследовании каких-то органов и систем. И что касается нашей республики, толчком в развитии высокотехнологичной лучевой диагностики было открытие Национального центра медицины в 1992 году, которым был оснащен высокотехнологичным оборудованием, который отвечал всем требованиям на мировом уровне, благодаря первому президенту Михаилу Ефимовичу Николаеву и заведующему тогда лучевым отделом Баранову Владимиру Алексеевичу. Владимир Алексеевич является основоположником, идейным вдохновителем развития лучевой диагностики в нашей республике. Сейчас лучевая диагностика, а точнее способы диагностики, они многогранны, в том числе используются возможности искусственного интеллекта. Мы знаем, и наши компании, такие как Сайбирия, предлагают различные технологические решения по диагностике на основании КТ-снимков. Вот как обстоят дела непосредственно у вас в больнице, какие применяются технологии искусственного интеллекта и насколько они входят уже прочно в нашу жизнь? Да, искусственный интеллект тоже используется. В нашей республике есть группа разработчиков, которые разрабатывают модули для выявления каких-то заболеваний. Да? Это может быть очаговые поражения легких или интерстициальные поражения. И данный модуль помогает доктору выявить очаговые образования легких. Да? Это могут быть и интерстициальные пневмонии посредством выявления участков матового стекла. И, безусловно, является помощником для врача. То есть на что-то обратить внимание и детально изучить. Чтобы не пропустить. А все-таки вот вы изучали, были какие-то плюсы, минусы в применении этой технологии? Все-таки всегда новое, когда внедряется, всегда мы с какой-то настороженностью к этому относимся. Но минусы искусственного интеллекта тоже есть. Это, прежде всего, зависит, могут быть ошибки при обучении искусственного интеллекта. Искусственный интеллект обучает все равно человек. И если когда заводятся заведомо ложные или какие-то ошибки в создании модуля, да, могут быть ложноположительные какие-то заключения, выявления очагов, допустим.
Ну вот как раз-таки вы сами затронули тему следующего, наверное, моего вопроса. Все-таки в искусственный интеллект обучает пока человек. Да, человек Да, обучает. забивает данные, он начинает потом анализировать. Вот насколько тогда квалифицированную помощь могут получать наши пациенты при диагностике, ну, МРТ, да, и там, других видах лучевой диагностики, если уже где-то может человек ошибаться? Есть ли там двойное мнение, например, при чтении снимков? Что касается нашего учреждения, нашего отделения, да, ну, наши врачи проходят непрерывное образование, это проходит периодическую аккредитацию, это в течение 5 лет доктор должен получить определенное количество баллов. Эти баллы они формируются за счет прохождения обучений, каких-то мастер-классов, конференций, конгрессов. И потом после 5 лет проходит периодическую аккредитацию, то есть сертификация, как раньше было. Да? И также наши доктора проходят квалификационную категорию, проходят комиссию по квалификационной категории, которая решает, к какой категории относится доктор. Ну вот если уже копнуть вглубь метода исследования МРТ, в чем его основная суть, по какому принципу работает магнитно-резонансная томография и как врачи используют ее для постановки точного диагноза? Ну, раньше магнитно-резонансная томография она применялась в основном для диагностики заболеваний центральной нервной системы. Да? Это головной мозг, спинной мозг, позвоночник. Да? И 90% всех исследований при МРТ было исследование именно этих органов систем, так как МРТ очень хорошо видит все структуры головного мозга, спинного мозга, в отличие от других методов, да, рентгеновских, допустим, компьютерной томографии или рентгенографии. Но в последнее время также МРТ применяется при исследованиях суставов, мягких тканей, потому что МРТ обладает высоким мягкотканной контрастностью, хорошо видит все сухожилия, связки, мышцы, поэтому широко применяется в травматологии. Также МРТ применяется при исследованиях органов брюшной полости, органов малого таза для раннего выявления каких-то опухолей и других поражений. Но вот все-таки принцип работы МРТ, он в чем? Как работает аппарат? При МРТ применяется сильный магнит, и основан на протонной плотности нашего организма, то есть в нашем организме содержится, ну, каждый орган имеет определенное количество протонов, и когда мы погружаем тело пациента в сильное магнитное поле, наши протоны, они как бы упорядочиваются, да, и когда мы даем электромагнитный импульс через радиочастотные катушки, да, протоны не воспринимают этот сигнал и отдают обратно в виде МР-сигнала. Система это распознает и формируется вот такое трехмерное изображение органов и тканей. А есть какие-то противопоказания к проведению МРТ? Противопоказания есть. Это из-за того, что применяется сильный магнит. Да, это могут быть электрокардиостимуляторы, являются абсолютным противопоказанием при проведении МРТ-исследования. Также, если есть какие-то металлические импланты в теле, ферромагнитные, это могут быть слуховые импланты или большие там штифты на костях, да, металлические, тоже являются противопоказанием. Но если, допустим, есть искусственный сустав титановый, то это не является противопоказанием, так как он не влияет на магнитное поле. То есть что нужно вот пациенту? Не все же запоминают, что какой металл им устанавливали в теле, травм очень было много в общем количестве поражений у людей. И как быть, вот им узнать, можно ли или нельзя? Когда устанавливает имплант, должен быть паспорт, который отдается пациенту, и при прохождении МРТ-исследования он должен показывать паспорт. Там в паспорте указан, из какого материала сделан имплант или какой-нибудь металлический.
А если, допустим, операция была лет 20 тому назад, и данных не сохранилось, тогда, скорее всего, просто откажете в проведении процедуры, потому что... Да, можно проверить металлодетектором, и если есть каких изменений, то можно проводить. То есть, в принципе, есть возможность каким-то образом. Ну, вот есть вопрос от зрителей. С какого возраста детям можно проходить МРТ и безопасно ли это? Детям МРТ можно проводить с самого рождения. Это безопасный метод, так как он не обладает ионизирующим излучением. Но дети до 5 лет исследования проводят с анестезиологическим пособием, с наркозом, да, так как дети двигаются, не могут неподвижно лежать, да, долгое время. Поэтому МРТ проводится по строгим показаниям с наркозом. Также мы проводим даже исследование МРТ плода беременным, так как метод тоже безопасный. И старше 5 лет они, как правило, сами лежат, если рядом может стоять родитель. Ну, наверное, такой вопрос больше из практики. Ну, я тоже проходил МРТ и не раз. И мои ощущения какие. Вот тебя закатывают в кабинку, да, в зависимости от типа аппарата. Ты попадаешь в такое замкнутое пространство. Вот люди, которые страдают клаустрофобией, вот как быть при проведении этого исследования? Ведь не каждый может себя там чувствовать комфортно на протяжении 20, 30, то есть 40 минут при исследовании. Такая проблема есть, но если есть такая проблема, может кто-то из родных постоять рядом, да, держать за руки, за ноги. Или, если сильно боится человек, обычно не получается исследование. Рядом может кто-нибудь постоять. Или могут принимать какие-нибудь успокаивающие препараты. Также во время проведения МРТ-исследования слышен очень такой высокочастотный шум, да, который иногда пугает людей. Вот почему этот шум появляется и стоит ли его бояться? Да, действительно сильный шум при проведении МРТ-исследования. Но мы всем надеваем наушники, чтобы уменьшить шум. И, как правило, переносится нормально. То есть уже боязни меньше. Да, меньше. Или беруши можно надеть. Главное того, что бояться этого шума не надо. Да. Потому что это нормальный, естественный процесс работы аппарата. Вот кто чаще всего к вам обращается за то, чтобы провести МРТ-исследование и в последующем диагностику? Я имею в виду из наших коллег, врачей. Какие основные специальности? Основные специальности — это невропатологи, нейрохирурги. Это так как основной контингент — это все-таки исследование центральной нервной системы. Да? Это головной мозг, позвоночник, спинной мозг, допустим, для выявления опухоли головного мозга, аневризм сосудов. И также, что касается нейрохирургии, это межпозвонковые грыжи, протрузии дисков. Также больше направляют травматологи. Это исследование суставов при травмах, да, для выявления поражений связок, сухожилий, мышц. Основные показания. Вот тоже очень много различных мнений гуляет в социальных сетях, и люди постоянно это обсуждают. И вот вопрос как раз от зрителя. Слышала, что МРТ куда вреднее, чем рентген, а поэтому и не соглашаюсь на такое исследование. Вот Мария Исааковна написала в нашу программу. Вот давайте все-таки развеем определенные мифы по работе МРТ и работе рентгена, и в том числе и КТ-исследования, которое тоже впоследствии пандемии стало очень популярным среди населения. Так, МРТ-исследование — безопасный метод, так как он не обладает ионизирующим действием. Там используется только сильный магнит. И поэтому он применяется даже детям, беременным применяется, да, исследование. А что касается рентгенологических методов диагностики, это компьютерная томография, рентгенография. Там используются рентгеновские лучи, и данные методики обладают ионизирующим действием. Поэтому они проводятся только по показаниям,
по назначению врача и имеют определенную дозу лучевой нагрузки, да, и поэтому доктор должен решать, какое исследование нужно проводить. Или это рентгенологический метод диагностики, или это магнитно-резонансная томография. Ну вот если еще копнуть немножко глубже, да, вы в одном из ответов на вопрос затронули это, все-таки какие ткани организма лучше видно на МРТ, а какие лучше видно на КТ? При компьютерной томографии лучше всего видны легкие, так как МРТ легкие вообще не видит. Да? Там протонов меньше, поэтому мы легкие исследования не проводим. Основной метод диагностики при заболеваниях легких — это компьютерная томография, рентгенография, флюорография. Вот флюорография является тоже методом, относится к методам, рентгенологическим методам, и применяется как скрининговый метод для выявления каких-то очаговых образований легких и туберкулеза легких. Также рентгенологические методы, они в основном применяются при травмах для выявления переломов костей и суставов. Да? Это наиболее быстрый и надежный метод диагностики таких травматических поражений. Также компьютерная томография, она применяется при исследованиях сосудов с контрастированием. Да? Это тоже является методом выбора при выявлениях, при заболеваниях сосудов, для выявления аневризм головного мозга, для аневризмы брюшной аорты, грудной аорты, и также для исследования, применяется при скоропомощной службе, при тяжелых травмах, политравмах, при кровоизлиянии в головной мозг. Тоже первым, что проводят, это компьютерная томография. Ну, к тому, что компьютерной томографией все-таки увлекаться не стоит, как у нас там, особенно когда ковид бушевал, особенно, цифры были высокие, то люди иногда проходили по 2-3 раза в течение недели исследований и дальше еще продолжали. Вот этим не стоит злоупотреблять. Да, так как обладает лучевой нагрузкой все-таки, есть облучение. И причем достаточно серьезное, в отличие от того же самого ФЛГ-аппарата, да. который там совершенно другие микрозиверты, чем, допустим, при КТ-исследовании. Вот у нас сейчас там очень много появилось МРТ-центров, и я даже сам сравниваю, вот, когда были командировки на Донбасс, там на всю республику у них только был один такой полноценный МРТ-аппарат с хорошим магнитом, почти на миллион, там больше, да, жителей. У нас в одном городе можно там штук 5, 6, 7, может быть, даже насчитать МРТ-аппаратов, включая частные центры, государственные больницы. И сейчас очень так стало модно, возможно, дарить даже там сертификаты на МРТ-обследование и предлагают, например, обследование всего тела. Да, но это достаточно, по-моему, долгая процедура, часа 3 она идет. Вот насколько это эффективно, да, и насколько это поможет в диагностике тех или иных заболеваний. Все-таки обычно это юбиляры, которым уже за 50, допустим, да, и вот в плане диагностики, возможно, профилактики каких-то заболеваний, стоит ли так 3 часа проводить в аппарате? Ну, МРТ всего тела — это чисто коммерческая процедура. Он в систему ОМС не входит, так как исследование очень длительное, 1,5-2 часа лежит. Что касается нашей больницы, мы тоже проводим данные исследования. Туда входит МРТ головного мозга сосудами, весь позвоночник, органы брюшной полости и органы малого таза. Суставы не входят. И данная методика, конечно, нужная методика, так как он позволяет выявить образование опухолей в головном мозге, спинном мозге, позволяет выявить межпозвонковые грыжи, протрузии, да, и также используется для выявления каких-то очаговых образований в печени, почках, селезенке, поджелудочной железе и в органах малого таза. И такой подарок, мне кажется, очень нужный, так как самое ценное, что в нашей жизни, это здоровье человека.
Ну, вот, а как часто тогда нужно это проводить, на ваш взгляд? Раз в год, два, три? Ну, каждый год не надо проводить, это ну, раз в 5 лет можно. Ну, безусловно, не могу не спросить, да, все-таки цена такого подарка — это не 5000 рублей, да, дорогая она процедура. десятки тысяч рублей. Вот с чем связана такая стоимость? Стоимостью оборудования, с временными рамками, с зарплатой специалистов? Это формируется так, как включено несколько исследований, и цена зависит, сколько исследований входит в данную процедуру. Мгм. Ну и сам аппарат не дешевый. Да, Все-таки. МРТ-аппарат, он высокотехнологичное оборудование, и ну, тоже нужно немало средств для технического оснащения и для профилактики. Ну, вот я, когда смотрел ценовые характеристики аппаратов, ну, самый такой, ну, скажем, простой, да, ну, для диагностики он стоил выше 30 миллионов рублей. Да. Ну, а там более в совершенстве, там, по-моему, 60 и 70 миллионов. Больше 100 стоит, в связи с ростом доллара сейчас вообще. Да, за 100. Теперь вот по поводу неподвижности. Так? Все-таки, когда проводится КТ, это достаточно быстрое исследование, да, там иногда и 2-5 минут, если еще и без контрастирования, там все достаточно быстро, а вот при МРТ-исследовании там только один сустав можно в течение там, 20 минут проводить исследование. Вот насколько нужна неподвижность и с чем это связано? Да, пациент должен лежать неподвижно в течение всего исследования, да. Это связано с тем, что когда двигается пациент во время исследования, когда идет программа, да, возникает искажение изображения. Артефакты появляются двигательные, и это затрудняет диагностику. Там могут быть ложноположительные какие-нибудь заключения, когда пациент двигается. Поэтому лучше лежать неподвижно. Вот это слово очень часто встречается в описании иногда снимков, да, артефакт. Вот что это значит? Артефакт — это искусственные искажения, которых нет на самом деле. Да, это может возникать, когда пациент двигается во время исследования, если есть у него какие-то инородные тела в организме, да, металлические импланты, они могут давать такие искажения изображения. Ну, а как быть, если у пациента, например, тремор, да, и, соответственно, он не может долго находиться в неподвижном состоянии? Но если есть легкий тремор, есть специальные программы, которые при МРТ-исследовании, да, для уменьшения динамических артефактов. Но если очень сильный тремор, то исследование, к сожалению, не получится. Можно проводить другие методы диагностики. Это, допустим, ультразвуковая диагностика, рентгенография или компьютерная томография. А если уж совсем надо, под наркозом? Под наркозом тоже можно проводить. Но это уже это индивидуально. Только стационарно проводят наркозные. Потому что, ну, допустим, те же самые метастазы, чтобы определить, ну, все-таки другого метода исследования на данный момент нет. Вот такой интересный вопрос. Как обычному человеку отличить хорошее диагностическое отделение от посредственного? Как понять, что он попал на надежные руки? У нас просто, почему этот вопрос-то и возник, у нас все-таки МРТ-центров много. Если уж только не взять конкретно город Якутск, да, а все-таки в целом нашу страну очень много разных программ, очень много разных предложений. У нас люди активно путешествуют, ездят по стране, и там тоже иногда попадаются как на уловки, да, там МРТ за 1000 рублей, так и потом определенные последствия этого испытывают. Вот как понять, что все-таки квалифицированная помощь диагностическая там будет оказана? Ну, каждое учреждение должен иметь сайт, можно посмотреть сайт, и в сайте размещаются, какие работают врачи, и по отзывам тоже в социальных сетях можно отследить, да, об уровне данной организации.
И, ну, что касается нашего Якутска, он не многомиллионный город, и сарафанное радио тоже у нас хорошо работает. Это точно. Такой вопрос может быть немного философский, но, с другой стороны, с практическим применением. Вот если бы у вас была или волшебная палочка, или щелчок, значит, допустим, хочется вот так вот раз щелкнуть и решить какую-то проблему в здравоохранении. Вот, на ваш взгляд, какую бы вы в первую очередь бы решили? Так, ну, я бы хотел бы побольше умных, не выгоревших врачей, да, чтобы оказали хорошую высококвалифицированную медицинскую помощь. Довольно, наверное, так. В то же самое время вы являетесь сами преподавателем Да. Северо-Восточного федерального университета. Вот какие студенты сейчас, ординаторы, вот в чем может быть их отличие от нашего поколения? Да? Ну, во все времена были и студенты с горящими глазами, и посредственные студенты, да. И я преподаю 3-й год в медицинском институте курс лучевой диагностики. И в каждом курсе есть студенты активные, с горящими глазами, которые интересует наша специальность, очень интересная. Ну вот если так немножко порекламировать, да, возможно, вашу специальность, какие в ней плюсы? В том числе социальные. Я так это уже намекаю на отпуск, на пенсию. Ну, основные плюсы. Ну, наша специальность, она связана с цифровыми технологиями, поэтому она развивается очень стремительно, и все время нужно обучаться. И мне и нашим врачам это очень нравится, да, и также это импонирует от молодых специалистов, что есть такое развитие, все. А что касается отпусков, при МРТ-исследовании у нас лучевой нагрузки нету, поэтому отпуск меньше, чем у рентгенологов. У рентгенологов? Да. У рентгенологов 66 дней больше. Ну и есть возможность раннего выхода на пенсию. Да, есть, ага. Причем достаточно такая, очень ранняя, там, по-моему, 45 лет уже при наличии определенного стажа можно оформить пенсию. Поэтому вот тут тоже есть определенный социальный эффект. Все-таки за последнее время, и мы с этого начинали наш с вами диалог, очень много положительных изменений есть в медицине. Вот, и много оборудования появилось, в том числе и томографа. Вот на примере того же самого Среднеколымского УЛУСа, где при низкой численности населения есть возможность как раз такого высокоточного диагностического исследования, как компьютерная томография. А что бы вы еще сами выделили вот в развитии, в том числе и лучевой диагностики в вашей больнице и в целом в республике? Ну, основную большую роль в развитии здравоохранения играет, конечно, открытие в центральных областных больницах компьютерных томографов, да, высокотехнологичного оборудования. И также открытие кардиососудистого центра недавно, да, тоже сыграло очень важную роль в развитии нашего национального центра медицины. Мы оказываем уже экстренную помощь при кардиососудистых каких-то поражениях. Вот. И также огромную роль играет развитие материально-технической базы в центральных областных больницах и в целом по всей республике. Вот если вспомнить ваши случаи из практики, я уверен, что их было огромное количество. Возможно, самые интересные, вот когда вы вдруг находили что-то необычное на МРТ-исследовании, или, например, ситуации, которые были связаны с тем, что пациент вроде бы пришел с одной проблемой, посмотрели, а выяснилось, что у него она другая, и тем самым предотвратили развитие более грозного и серьезного осложнения. Да, бывает такое, что мы случайно находим какие-то образования или начинающийся рак, да, это и пациент об этом как бы и не подозревает, и это, конечно,
влияет огромную роль при сохранении здоровья пациента, да, что он рано выявил грозное какое-нибудь заболевание. Вот так вот, если вспомнить, может быть, вот такой прямо яркий пример. Ну, что-то необычное увидели. Например, там делали МРТ, а там монетку нашли у человека в желудке, еще что-то. Ну, инородные тела, конечно, бывают. Это когда могут быть, допустим, какие-то металлические предметы, да, подкожно. Такое бывает. Пули, осколки. Да. Было такое? Да, Дроби? бывает. То есть человек сам не знал, что у него там что-то есть? Дробинки могут быть, да. Бывает такое. А необходима какая-то специальная подготовка к проведению МРТ-исследования? Ну, допустим, при ряде исследований, особенно там, связанных, допустим, там, с ретромоноскопией, да, там все-таки рентгенологические вид исследования, там надо и клизму поставить и так далее. А вот по МРТ какие рекомендации? Ну, специальная подготовка требуется при проведении МРТ органа брюшной полости. Пациент должен подойти натощак, за 5 часов он не должен ни есть, ни пить, и чтобы предотвратить сокращение желчного пузыря. А в других исследованиях основы такой подготовки не требуется. Сколько у нас сейчас, вот так вот, навскидку, аппаратов МРТ в республике? Так, у нас около 10, по-моему, аппаратов по всей республике. В Нерюнгере есть, в Мирном, и в основном находится в Якутске. А вот самые мощные магниты в каком из центров? Наверное, у вас или еще где-то? Ну, в основном все аппараты, которые установлены в нашей республике, они полуторачасовые. Это основной МРТ-аппарат, который используется для диагностики во всем мире. Но есть трехчасовой аппарат, это более мощный, в республиканской больнице номер 2. Там установлен именно такой аппарат. Вот для чего он используется и на что влияет диагностика на него? Ну, трехчасовой МРТ-аппарат, у него есть специальные программы, допустим, для исследования суставов, может быть, да, и также используется для исследования сердца, да, и в основном все программы, они, как и полуторачасовые, они одинаковые получаются. В завершении нашей с вами беседы у вас есть возможность какие-то пожелания коллегам, возможно, опять же, напутствие ребятам, которые выберут направление рентгенология в своей будущей профессии. Ну, я желаю всем, главное, здоровья крепкого, да, и если вы наметили цель стать рентгенологом, то это очень хорошая специальность, бурно развивается, и желаю всем удачи. Спасибо большое. Я хочу напомнить, что у нас сегодня в студии был заведующий отделением магнитно-резонансной томографии отдела лучевой диагностики Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины имени Михаила Ефимовича Николаева Дмитрий Дмитриевич Ноев. Я благодарю вас за содержательную беседу. Она очень важная, потому что мы говорили с коллегой о магнитно-резонансной томографии, вообще в целом о методах лучевой диагностики, какие они применяются у нас в республике, для чего они необходимы. Главный вывод из нашей беседы, что в республике сейчас активно используются современные методы диагностики, используется искусственный интеллект, который обучается посредством наших высококвалифицированных специалистов. И главное, что необходимо обращаться к специалистам по показаниям, лишний раз не делать лучевые методы диагностики. Все-таки надо понимать, что и компьютерная томография, и рентгеновская диагностика, она всегда несет с собой не только положительную диагностику, но и все-таки риски облучения, поэтому необходимо обращаться только в том случае, если есть какие-то жалобы и по направлению врача. А так, всем хочется пожелать успехов и Дмитрию Дмитриевичу, и коллегам его в нашем общем труде, и нашим пациентам, безусловно, крепкого здоровья. На этом выпуск программы «Якутия в деталях. Мой доктор» подошел к концу. Смотрите нас по будням.
будням в 19:15. Также вы можете наблюдать повторы на канале Якутия-24 и на каналах в интернете. Рассказываем, чем живет здравоохранение в Республике Саха-Якутия. Всего доброго, до свидания.